Ни одни обои не будут служить вам вечно, не стоит даже надеяться. На них оседает пыль и иногда появляются даже детские рисунки. Поэтому, как бы вы ни берегли свои красивые стены, их все равно придется очищать. Только чем и как это правильно сделать? Но если дети в семье, то где-то, наверное, они порисуют, но это вряд ли с собой сотрешь. Я очищаю обои обычной тряпкой. Я мочу в воде, протерла, у меня отлично все. Все пятнышки, даже какой-то праздник, ну, мало ли кто там шампанское открыл. Это все вот, неаккуратно. Для разных видов помещения мы рекомендуем разные обои. Если вы клеите обои на кухню, то, как правило, там бывает и жир, и испарение, и повышенная влажность, поэтому рекомендуем клеить только виниловые обои. Так как бумажные обои и обои на флизелиновой основе, если они имеют легкое виниловое покрытие, не подходят для этих помещений. Для таких помещений мы рекомендуем виниловые обои, потому что они очень хорошо моются, чистятся. Вы даже можете применить моющие средства какие-то и какое-то механическое воздействие. То есть это может быть щеточка какая-то, какой-то порошочек. То есть вы можете это протереть все, и они вернутся к первоначальному виду. Если вы поклеите бумажные обои, помыть вы их не сможете. Единственный выход в этой ситуации будет только снять их и снова поклеить новые какие-то обои. Пятна существуют разные. Есть пятна, которые мы можем удалить, и есть, которые уже невозможно удалить. Я думаю, что чернила, какие-то фломастеры или краски с обоев удалить практически невозможно ничем, ни с каких обоев. С бумажных обоев мы ничего не удалим никогда. С легких виниловых мы можем протереть их губочкой с легким мыльным раствором. Виниловые обои мы можем протереть моющими средствами, жидкими и щеткой. Тряпочкой, щеточкой. Вот как бы.